разговора «Татары Уральского региона. История и современность». Именно эту тему мы сегодня будем обсуждать с нашими экспертами. Но для начала мне хотелось бы сказать и вспомнить вот такой факт. Как считают литературоведы, одно из первых напечатанных стихотворений великого татарского поэта Габдуллы Тукая «В саду знаний» увидел свет в сентябре 1905 года в Оренбурге в сборнике, подготовленном в связи с изданием журнала «Аль-Хасыр Аль-Джадид». Уже один этот факт говорит о том, как важен Уральский регион для татарского народа. Эти земли многие века являются родиной для сотен тысяч наших соотечественников. Вот как они живут сегодня, какие проблемы есть, обсуждаем с нашими экспертами, с удовольствием их представляю. Радик Кремович Салихов, доктор исторических наук, директор Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Хайрлы кич. Хайрлы кич. Также сегодня с нами Гульнара Фатовна Габдрахманова, доктор социологических наук, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте. Хайрлы кич. Рай Равилович Фахрудинов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета. Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи. Хайрлы кич. И замечательный гость Марат Галямов, руководитель Национально-культурного центра, город Златоуст, Челябинская область. Рады вас видеть в Казани и приветствовать. Также сегодня по скайпу к нам присоединится Равиль Гатаулаевич Хуснуддинов, редактор газеты «Татар-Ухи» Магнитогорской местной национально-культурной автономии татар. Хайрлы кич. Все, связь замечательная. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Прошу всех соблюдать корректность высказываний, иначе на правах ведущей могу попросить отключить микрофон или даже покинуть ток-шоу. Наш телефон 554-56-10, код Казани 843. Вы можете задавать вопросы своим экспертам и высказывать свою точку зрения. Нас также можно смотреть в прямом эфире на сайте у нас ВКонтакте, в нашей группе ТНВ и на телеканале YouTube. Участвуйте в дискуссии, задавайте свои вопросы. Эксперты могут выражать свою точку зрения при помощи кнопок на ваших пультах. Красный категорически не согласен, зеленый согласен и белый отношусь нейтрально. Для начала подведу итоги голосования на наших интернет-ресурсах. Мы задали аудитории в соцсетях вопрос, что нужно для сохранения национальной идентичности тем, кто живет за пределами Татарстана. Самому помнить свои корни, так ответило большинство, 50% проголосовавших, 32% респондентов сказали, что нужны активные общины и диаспоры, без них никак. И только 13%, это наименьшее количество, посчитали, что обязательно нужна помощь Татарстана. Такой же вопрос мы задаем нашим зрителям, вопросы и варианты ответа вы видите на экране. Итак, давайте вот начнем. Вот почему нам так важно сохранять татарскость на Урале. Вот, наверное, будет, может быть, вначале справедливо рассказать о том, какие великие люди, каких великих людей подарил нам Урал, людей, которые внесли большое развитие, вклад в развитие татарской нации. Радик Салихович, как думаете? Радик Кремович. Ну, надо сказать, что Уральский регион уже с древнейших времен является такой коренной исторической территорией для татарского народа. Если даже взять самые древние наши государственные образования предков нашего народа, это и западно-тюркский каганат, и кемакский каганат, а затем и Золотая Орда, и в том числе Ногайская Орда, Казанское ханство. Это все вот была территория наших древних государственных образований. Татары жили на этих территориях испокон веков. И в дальнейшем, конечно же, вот жизнь татар на Урале, она отражала глобально всю историю татарского народа. И здесь формировались крупные торговые населенные пункты, здесь формировалась татарская, в том числе промышленная индустрия, здесь был свой рабочий класс татарский, были предприниматели. И именно татары основали ряд ключевых населенных пунктов. Они были, вернее, основой этих ключевых населенных пунктов, таких как Сиитовский посад под Оренбургом, да и в создании самого Оренбурга они приняли самое непосредственное участие. Это и города Орск, и в Челябинске они жили, и в Екатеринбурге, и во многих других городах. Они находились здесь как по делам торговли, так и по делам службы. И этот край дал нам очень много известных имен. Достаточно вспомнить, например, нашего знаменитого поэта-классика Закира Рамеева, Дердмента, который вел золотопромышленную деятельность именно на Урале и жил на Урале, и все его творчество было связано с Уралом. Это знаменитый певец Камиль Мутуги, один из первых наших издателей, и он же был своего рода старшим товарищем и другом Габдуллы Тукая. Вы уже назвали сборник стихов, он был связан именно с этой личностью. Можно очень долго перечислять. Муса Джалиль,
наш великий поэт, он тоже уроженец Оренбургской области, и это тоже Урал, при Урале Урал. То есть множество фамилий, без которых немыслима татарская культура и немыслима татарская история, именно имеют свои корни на уральской земле. Есть кому что добавить еще? Я бы вопрос поставил, готова Да? ли сегодняшняя уральская земля рождать вот таких людей, как Муса Джалиль? Я Тукая тоже считаю уральским человеком, как Тукай, как Мадагы и другие. И вот ставя такой риторический вопрос, я отвечаю, что, к сожалению, в нынешнее время, наверное, это сделать тяжело, потому что нет сегодня там татарского образования, нет такой концентрации интеллектуального капитала, который бы позволял на татарском языке формировать такую интеллектуальную элиту. Но есть русскоязычные татары, которые вот как раз в частности и газета «Татар Руха». Вот. И еще один я пример бы хотел сказать. У нас есть город Троицк, да, это один из самых татаризированных городов в начале 20 века, более 40% населения составляли мусульмане, да, и это пример того, что если бы они не вошли в состав республики, естественно, Татарстан, и постепенно Троицк, как и другие города Урала, где жили множество татар, они, ну, к сожалению, ассимилировались, и такая концентрация татарского населения, она сошла на нет. То есть это пример того, как если татары оказываются за пределами республики и не получают поддержку от республики, они очень быстро, ну, Не теряют корни, но... теряют корни, да. Не согласны, Радик Ильич? В целом, конечно же, Айрат очень правильно охарактеризовал ситуацию, сравнивая дореволюционное и советское прошлое, сегодняшнее. Но, тем не менее, я бы не стал бы вот в такой пессимизм исторический ударяться, потому что, да, процессы ассимиляционные идут, но они идут везде, по всей стране. Идет везде естественная убыль населения. Конечно, Троицк потерял уже тот лоск татарскости, то влияние в татарском мире, но ведь изменились и условия существования. Он ведь развивался как торговый центр для работы в казахской степи. Но вы посмотрите, дореволюционное население Челябинска татарское, оно там 700 или сколько человек насчитывалось, а сколько сейчас? Десятки тысяч. То есть это интеллигенция, это специалисты высокой квалификации. Конечно, да, не хватает образования на национальном языке, но судя по тем национально-культурным объединениям, которые существуют сегодня на Урале, очень хороший потенциал не только для сохранения, но и для развития, для возрождения татар в этом регионе. Да, еще не все потеряно, я не про это. У нас здесь уральцы, да, мы сейчас прям слово из первых уст услышим. Вот есть, вот Айрат говорит, Вообще нужно, наверное, нет добавить, кузницы на данный момент. что да, у современных татар на Урале в основном-то они проблемы такие же, наверное, как у всех татар, которые проживают за пределами Татарстана и варятся в собственном соку, не теряют татарскости. Вот, к слову скажу, что мой, допустим, дедушка и бабушка, и их дедушки никогда не бывали в Казани, но не перестали быть татарами. Связей, может быть, никаких и не было социальных, но культурный вот этот код, он оставался. И вот этот татарский язык, у них, я до сих пор помню, он ничем не отличается от современного татарского языка, литературного. А это потому, что у них были и школы, у них была среда. И мы сейчас Согласен. видим на примере регионов за пределами Татарстана, что в 90-е годы исчезнувшее национальное образование приводит к тому, что последующих поколений уже язык уходит. Для Татарстана это пример, ну, к сожалению, отрицательный того, что если у нас не будет своего национального образования, мы по такому же пути пойдем, и через 2-3 поколения тоже язык будет сведен на минимальный уровень. А что с национальным образованием? Вообще, есть ли преподавание, есть ли школы, что происходит сегодня, есть ли языковая среда? Вообще вот в Челябинской области на сегодняшний день около 200 тысяч татар проживает. Большое количество В самом Челябинске, для города. да, кстати, третий регион по России. Татарстан, Башкортостан и Челябинская область. Вот. И в самом Челябинске есть школа номер 81 имени Мусы Джалиля. Вот там ведутся факультативные татарские именно уроки. Есть в нескольких сельских населенных пунктах преподавание татарского языка. Но это больше, конечно, на энтузиазме преподавателей, на энтузиазме руководителей национальных центров на местах.
Также вот про Златоуст, если коснуться, наш национальный центр был создан в декабре 90-го года, одним из первых в Челябинской области. И за это время, то есть, произошел определенный рост национального самосознания в пределах Златоуста, даже если говорить, сколько тогда было татароговорящих и сколько сейчас, я думаю, мы не утратили. То есть язык не потеряли. утрачен. Не русскоязычные Особенно, вот, татары. естественно, старший возраст, они и в быту используют татарский язык. То есть в транспорте можно услышать, хоть изредка, но все-таки татарская речь звучит. Хорошо, сейчас спросим у Равиля Гатаулаевича, есть ли проблемы и какие проблемы можно обозначить, либо все хорошо. Равиль Гатаулаевич из Магнитогорска, какие новости у нас там? Ну, проблемы уже как бы обозначены в студии. В общем, системного образования на татарском языке или системного преподавания татарского языка на Урале нет. Есть отдельные очаги, так сказать, татарской культуры в виде вот этих вот там школ небольших или кружков. Но вот система, конечно, система отсутствует. И еще один момент очень важный. При всей богатой истории татарской на Урале, к сожалению, нет вот этого системного изучения вот истории, культуры татар Урала. И мы выходили с предложением, значит, Конгресс татар Челябинской области выходил с предложением на Конгресс татар Всемирный, с предложением открыть Южноуральский центр научный, как филиал Института Марджани, с тем, чтобы можно было бы системно заниматься. Ну, надеемся, что рано или поздно это будет открыто, и это было бы очень хорошим подспорьем нам для вот, изучения и прописывания истории татар Урала. Радик Ильич, Я полностью согласен с Равилем Гатаулаевичем, с тем, что изучение истории Урала, она требует системной, каждодневной, масштабной работы именно на местах, потому что и по численности населения, и по той концентрации исторических памятников, от археологии до сегодняшних дней, по той концентрации исторических личностей, событий, конечно же, это нужно делать с самим местным ученым, исследователем. Там потенциал неплохой. У нас есть уже опыт такой неформальной работы. Мы сотрудничаем с магнитогорскими исследователями, в том числе вот Равиль Гатаулаевич помогал, с Алатом Харисовичем Ахмедзяновым. Что-то делаем, но этого явно недостаточно, потому что необходимо концентрировать исследователей в один боеспособный коллектив, который бы на месте уже бы решал исследовательские задачи. Гульнара Фатовна, еще вот хотелось задать вопрос. Давайте вот такой нюанс, да, как все-таки зарождалась эта уральская татарская община. У нас есть карта, да, насколько я понимаю. Да, сейчас нам режиссер покажет. Я бы хотела, чтобы Гульнара Фатовна это прокомментировала. Мы понимаем, что это Урал домощный центр развития татарского народа. Вот как появились, как мы оказались, как, кто, где. Вот сегодняшний разговор вы начали с вопроса о том, что значил Урал в истории татар. Я бы хотела сказать, что этот регион наравне с Поволжьем был территорией, где в 19-м, начале 20 века сформировалась татарская нация, единый татарский народ. И вот как раз эта карта очень хорошо показывает так называемый центральный ареал распространения вот этой традиционной культуры на примере женского комплекса одежды. Как раз вот и Урал входил в эту зону, где был распространен вот этот одинаковый женский комплекс. Женщины в середине 19-го, начале 20 века носили абсолютно одинаковую обувь, головные уборы, одежду, верхнюю, нижнюю одежду. И это вот как раз характеризовало, что в это время здесь вот как раз происходили такие активные процессы консолидации татарского народа. Поэтому в этом смысле я не соглашусь с коллегой по поводу того, что Урал не изучен. А как раз вот этому региону очень большое внимание уделилось в 70-х, 80-х годах прошлого столетия, когда этнографы Института языка, литературы и истории выезжали в многочисленные экспедиции, собирали богатый этнографический материал. И все это отражено в томах историко-этнографического атласа татарского народа. Именно Волго-Уральский регион как раз являлся центральным объектом изучения, и все результаты этнографических экспедиций как раз отражены
отражены вот в Ну, этих это атласах. 70-е, 80-е, да? 70-е, 80-е года прошлого столетия. А из современных? Современность, к сожалению, да, действительно у нас еще недостаточно изучена, и я соглашусь с Радиком Кремовичем, что здесь еще очень много и исторических документов, которые нам придется еще освоить, и в том числе и вопросы современной ситуации у татар Урала, связаны с вопросы идентичности, самосознания, сохранения той же традиционной культуры. В общем, очень большие перспективы для научных изучений, научных исследований. Хорошо, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу ненадолго, не переключайтесь. تتارستان اليوم ترحب بالعالم. Чем известен Татарстан за пределами республики? С какими странами и регионами сложились самые теплые и продуктивные отношения? И почему всегда побеждает дружба? Об этом и многом другом в авторской программе Дины Газалеевой на телеканале ТНВ. «Татарстан Тудей. Открытый миру». В субботу на ТНВ. Когда я на татарском говорю, увереннее гордость бьется в сердце, и разум разгоняет сумрак серый уныния. И снова я творю, когда я на татарском говорю. Ренат Харис. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Мечтайте, воплощайте и обустраивайте свой дом с Леруа Мерлен. Леруа Мерлен. С любовью к дому. Итак, это ток-шоу «Точка опоры» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы продолжаем. Сейчас мы посмотрели карту, да, где, в каких городах были центры жизни, да, развития татарского народа. Сейчас бы хотел вспомнить о политических таких катаклизмах прошлого века, когда исконному татарскому населению еще и добавились переселенцы, да, очень много переселенцев на Урал. Посмотрим фрагмент документального фильма «100 лет ТССР. Вехи истории» немножко и вспомним те годы. Только за 6 месяцев 1931 года из Татарии выехало на важнейшие стройки пятилеток 53 тысячи человек. Можно сказать, что металлургические предприятия Урала, они были построены в том числе и усилиями татарского населения, раскулаченного и согнанного, выгнанного из родных мест. Семьи татарского духовенства, семьи зажиточных крестьян, которые были зачастую членами попечительских советов, мутавалиатов, они были высланы на Магнитку. Огромное количество детей, стариков умерло, но татары привыкли работать, привыкли не петь, и Магнитогорский завод построен. И если мы посмотрим, до сих пор Магнитогорский до сих пор мощнейшая татарская мусульманская община. Сейчас даже трудно представить, в каких условиях совершались трудовые подвиги. Люди работали практически на износ. Трудовой энтузиазм поддерживался официальной пропагандой. Есть такая классическая шутка директора завода: «Дайте мне один бульдозер или бригаду татар-землекопов». Реальная история на строительстве Березняковского химкомбината. Первое место в мире по УВ Емкигрута заняла бригада, целиком сформированная из татар. Сохранилось несколько фотографий татарских строительных бригад. Бригада Мирсаида Ардуанова, Березняковский химический комбинат. Это ему, Мирсаиду Ардуанову, в год 50-летия октября будет поставлен памятник на территории комбината как самому прославленному его строителю. Так и хочется спросить, памятники есть еще? Есть в городе, интересно? У нас Магнитогорск на связи? Да-да. Равиль Гатаулаевич, памятник этот есть еще в Магнитогорске? Нет, этого памятника нет. Вот. И вообще никакого памятника спецпереселенцам в городе нет. Мы уже лет 10 занимаемся этим вопросом. Вот. Дошли до президента Российской Федерации, но пока вопрос никак не решается по увековечению памяти спецпереселенцам. Причем мы ставим вопрос не только там татарам, допустим, а вообще всем спецпереселенцам, поскольку там из 9 регионов Советского Союза были раскулаченные крестьяне. Ну, татары составляли
такую весомую часть. Вот. Но вопрос пока не решается. Вообще много переселенцев, которые сегодня уже коренные жители в Магнитогорске, на Урале? Нет, но я тоже потомок спецпереселенцев. По мне же видно, что я кулацкая морда. И, в общем-то, третье, четвертое поколение, пятое поколение уже, да. Это эти люди, которые, значит, выжили, да, значит, в свое время брошенные в голую степь, значит, пережили морозы в палатках, в которые были воспеты поэтами, вот, и построили комбинат, построили город, многие стали начальниками, вот, освоились, многие в годы войны ушли воевать, значит, на фронт. Ну и, в общем-то, сейчас мы жители города Магнитогорска коренные, вот, но вот эта вот память, которая жива, этот пепел, который стучит в наше сердце, но вот пока реализации какой-то не получается, потому что есть сопротивление вот, как бы официальной власти. Почему-то нельзя в городе Магнитогорске иметь памятник жертвам политических репрессий, хотя в областном центре, в городе Челябинске, 7 памятников разного рода вот на тему, значит, жертв политических репрессий, а в Магнитогорске нельзя. Это островок социализма. Хорошо, спасибо. Ну, хорошие проблемы поднимать, да, Равиль Гатулович? У нас сегодня... Нужно отметить, да, что вообще у нас нет еще систематизированной информации по наличию татарских памятников за пределами Татарстана. То есть это вот тоже важная информация. Ладно, еще знает, да, сохранился, не сохранился памятник, да. В последнее время ставят Тукая Джалилю, да, самые такие большие символы. Все равно... И в 30-е, 40-е годы ставили где-то, да, и нет систематизированной информации по памятникам татарской истории, культуры на территории регионов. Именно систематизировано. Знания есть, но вот так систематизирован реестр и так далее, чтобы была забота о них. Еще я хотел добавить, мы много сейчас говорим о Магнитогорской и Челябинской области, но сейчас еще и важным центром татарской жизни является Екатеринбург. Он и так экономический центр, конечно, Урала, да, и центр агломерации огромной, да, уральской, да, и тут Екатеринбург, естественно, является такой площадкой стягивания многих татарских мероприятий. Челябинск близко, Пермь недалеко, и даже с Тюмени там ездят, да, ребята. Вот у нас молодежное сообщество, молодежная организация очень часто вот в Екатеринбурге свои мероприятия проводят и часто встречается. И вот в этом плане, транспортной доступности, Екатеринбург такая благодатная почва для проведения мероприятий. Каждый город по-своему там интересен в плане проведения мероприятий, но Екатеринбург сейчас объединяющий. И в Екатеринбурге, например, татарская молодежь показывает очень хороший пример. Да, у нее язык уже тоже практически ушел, да, но они показывают хороший пример интересных проектов, современных проектов, которые, может быть, интересны молодежи. Они даже для других городов, даже там для московской молодежи, могут быть примерами. Они очень хорошо заботятся об архитектурных памятниках, музейные исторические проекты. И самое главное, они все это делают на голом энтузиазме, без каких-то обращений там, к Татарстану, дайте нам денег, умеют находить спонсоров. И даже там целый квартал татарской слободы сейчас пытаются восстановить и нашли даже там на проектировании. Пользуясь случаем, большой привет вот, татарской молодежи Екатеринбурга. Спасибо, Марат. А вот у вас в городе что-то есть из памятников, архитектуры, историко-культурного какое-то наследия, благодаря которому можно было почувствовать и с гордостью сказать: я татарин, это мое, это наше? Вообще Златоуст является, конечно, таким котлом, где переварились эти все представители этносов. Он больше такой промышленный рабочий город. В советское время там была сосредоточена оборонка, по большей части металлургия. Но если говорить о сегодняшних днях, то состоятельные бизнесмены, я даже озвучу, это Марат Ахмедгалин, Валерий Ульданов, то есть они постоянно не только поддерживают мероприятия культурно-массовые, но и Марат Раисович вот был основным меценатом строительства мечети города Златоуст. И я считаю, что он дал
города возможность не только мусульманам, как молебное место, но еще и там проводятся уроки татарского и арабского. То есть это очень важным таким центром стало. А еще где островки татарскости? Вот мечеть. Еще где можно познать, узнать? Ну, откровенно говоря, что Златоуст, он не является прям таки ярким татарским городом. В основном все-таки это пришлые рабочие. Все-таки Вот. в основном все в Челябинске все-таки сосредоточено. Я да? думаю, да. То есть он на 90%, во-первых, монолитно из русских состоит, и татар-башкир, вот, ну, по численности небольшое количество. Хорошо. Рай Равилович, вы заскучали или вам есть все-таки что добавить? Я просто думаю, анализирую от того, что тема может быть не такая актуальная. Казалось бы, в этих регионах с татарской идентичностью сегодня благополучие такое достаточно спокойное, видимое. Однако вот все-таки коллеги целый ряд проблем подняли. Я вот здесь поддержу, что, наверное, необходимо создавать какой-то центр по изучению памятников культуры, наверное, Уральского региона. Я думаю, здесь должно большую роль сыграть и научное сообщество, вот, и в лице Института истории, Академии наук, Казанского университета. Ну, здесь свою роль, наверное, и Министерство культуры наше должно определенную каким-то инициатором этого всего, возможно, стать, для того, чтобы мы знали, какие памятники культуры сохранились, в каком они состоянии. Это нужно и для татарского населения, в части сохранения исторической памяти, культурного кода, да, татар. Ну и мне вот все-таки представляете, когда часто из этих городов звучат такие призывы, что вот Татарстан даже должен больше оказывать помощь. С этим я абсолютно согласен. Но при этом нельзя забывать, что они все-таки в этих регионах живут, налоги они платят, и, наверное, активность тоже должна быть на местах достаточно большая. Да, то есть вот эти организации, культурные организации, там, в виде национальных культурных автономий, общественных организаций, наверное, они как-то более активно должны работать с местными органами власти. Татары, нельзя забывать, что это коренной народ этих регионов, он там столетия назад сформировался, они там живут бок о бок с другими народами. И поэтому в этом плане вот совместные усилия не только Татарстана, но и местных властей, конечно. В тесном общении. А мы прервем сейчас на новости Татарстана, потом мы продолжим, не переключайтесь. Добрый вечер, Хайрли Кеш. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканалах ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы работаем в прямом эфире. Тема нашего сегодняшнего разговора – татары Уральского региона, история и современность. Обсуждаем ее с нашими экспертами. И сейчас предлагаю посмотреть все-таки на данные переписи, посмотреть на эту графику. То есть перепись 1989, 2002 и 2010 год. Понятно, что Уральский регион занимает, да, это у нас третий по численности, если брать вот как регионом, по количеству татар. Мы видим тоже снижение, да, по доле. Вот, Гульнар Фатовна, как, с чем это связано? Все ли это ассимиляция, либо мы можем говорить о каких-то других проблемах? Я думаю, что тут прежде всего общий процесс старения населения, который характерны для России. В целом в мире мы наблюдаем преобладание и увеличение числа людей, которые в старших возрастах, уменьшение людей детородного возраста, которые способны рождать двоих-троих детей и тем самым компенсировать, увеличивать численность населения. И татары в этом смысле тоже не исключение. Мы тоже среди татар наблюдаем процесс старения, снижение численности, рождаемость падает. Поэтому это действительно такой процесс естественный. Но и с другой стороны, я думаю, что и имеет место быть ассимиляционные процессы. Я думаю, что дети из смешанных браков часто могут выбирать не татарскую национальность. И поэтому это все приводит к тому, что вот снижается вот эта численность татарского народа на Урале и в других регионах страны. Я немножко хотел дополнить даже в какой-то мере. Татары все-таки в среднем от российского немножко, по-моему, отличаются в сторону
чуть повышенная Лучше, ситуация на самом деле рождаемость. лучше, Поэтому, если мы там сравним с русским населением, то тогда бы здесь должно было быть хотя бы процент сохраняться. Поэтому здесь все-таки, на мой взгляд, это в большей степени ассимиляционный процесс, как раз обусловлен отсутствием национального образования, между национальными браками, в которых намного чаще выбирает другую идентичность. Если мы Татарстан посмотрим, тут может быть 50 на 50 или как-то по-другому, да, то, естественно, с преобладанием русского населения выбирает русскую идентичность. Это естественный процесс, и здесь мало что-то сделать. Еще один важный момент. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал-Ненецкий автономный округ, там население, татарское население, там растет. То есть у нас есть все-таки регионы, ну, естественно, Москва, где количество татар растет. Обратите внимание, да, вот доля татарского населения в Республике Татарстан, 89 год, 48%, да? А 2010 53%. К нам приезжает. К нам приезжает. Вот у нас в Казанском университете четко последние лет 10, это видно, молодежь, татарская молодежь с соседних регионов приезжает, тут мотивация разная. Да, у вас сосед приехал, мы сейчас вот поговорим об этом, Раиль Равилович, но у нас звонок из Свердловской области, я предлагаю послушать. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Азат, я в городе Первоуральске. Вот по поводу памятников пару слов скажу. Вот у нас здесь на Среднем Урале практически многие названия сами по себе говорят, они татарское происхождение. Вот в том же Екатеринбурге Шарта, Шултуш, озеро Таватуй, Бардын, Качканар. И вот я-то предлагаю, чтобы помимо вот этих всяких исторических событий, вот эту топонимику тоже раскрывать, и чтобы у людей было понимание, как эти названия появились, и вообще роль татар в создании, вот, скажем, этих поселений. Вот у нас, допустим, в Первоуральске есть поселок Белимбай. Немногие знают, что это родина первого реактивного самолета. У нас здесь его испытали. Никто не знает абсолютно. А село чисто, вернее, поселок чисто с татарским названием. Хорошо. Вот. Спасибо большое. Замечательно. Опять предложение. Мы сейчас понимаем, да, что нужно. Второй раз уже слышим о сохранении историко-культурного наследия, мемориальных, да, памятников, мемориальных досок, бюстов, каких-то мест, островков татарскости. Вот это чувствуется ощущение, Ущак, запросы ущак, были. Татарща, ущак. Ущак, очаг. Очаг, очагов. Да. Что для этого нужно тогда, Радик Кремович? Совершенно верно, вы обозначили. Именно историко-культурное наследие должно быть главным объектом сегодняшних необходимых исследований. Не только исследований, но и пропаганды, популяризации. Потому что вот эти места памяти – это маркеры нашей национальной идентичности по всей стране. И не только по всей стране, но и по всему миру. И они охватывают этот период от начала нашей эры и завершая сегодняшним днем. И в том числе даже обелиски павших на фронтах Великой Отечественной войны – это тоже маркеры нашей памяти, потому что это огромная часть нашей истории. И вот мы в этом году начинаем комплексные исследования, уже первые выезды по регионам Российской Федерации с целью выявления, описания исторических и культурных... Такой реестр, да, создаете? Да, начнем такую работу историко-культурных объектов, которые вот как раз маркируют историю и культуру татарского народа. Это могут быть и здания мечети, и медресе, и дома, где жили великие, выдающиеся поэты, писатели. Это памятники, вот как здесь были в Березняках, бригадиру, герою труда. Многое-многое другое, что бесценно и нужно сердцу. И нужно открыть миру, да, и самим жителям этого региона, и миру открыть. Вы совершенно правы в этом смысле. Эта работа должна быть совместной, она должна быть и ученые, и общественность Татарстана, и общественность тех регионов татарской, где они находятся, совместный труд, большая многолетняя программа. Средства массовой информации. Средства очень массовой важно, информации, да, доносить безусловно. информацию в популярной форме до народных масс. Абсолютно согласна. Нет у меня только да, кнопки на пульсе. Но все-таки посмотрите, какие запросы. Меня вот удивляет звонок из Свердловской области. Да, вот мы сейчас общались с Магнитогорском. Сейчас я хотела спросить, сложно ли сохранять татарскость у Марата? Да, но при этом мы понимаем, что Марат уже сюда переехал, он переехал в Казань. Да, совершенно верно. Вот чем было это вызвано? Ну, на моем личном примере это, наверное, не совсем релевантно будет, но, тем не менее, я уверен, что если
молодые татарские семьи будут приезжать в Казань, детей с малых лет привозить сюда, взращивать в них то зерно татарскости. Я думаю, что это поможет всем нам и их семьям. Это во-первых. А во-вторых, в свете того, что Казань в последние годы, уже десятилетия, можно сказать, громко заявляла о себе не только в масштабах страны, но и в масштабах всего мира, интерес к поездкам, к турпоездкам в Казань, он очень высок. Именно и с Урала, и конкретно с Челябинской области большое количество человек за последние годы посетили Казань. Кто-то просто в качестве развлечения, здесь, понятно, есть все виды развлечений, но отдельно, наверное, нужно упомянуть тот малый хадж, на который стараются приезжать в Болгар. Это тоже особенная часть, которая, естественно, затрагивает и саму Казань. Люди приезжают оттуда наполненные эмоциями, наполненные знаниями, тех, которых еще не было до этого. И таким образом, посредством сарафанного радио идет реклама, такая пропаганда о том, что нужно съездить в Казань. То есть такая установка в обществе. Чтобы не потерять татарскость, приехать сюда. Но все-таки мы поговорим и остаться здесь. Но все-таки мы поговорим о том, как сохранить татарскость там, на тех территориях компактного проживания татар. Об этом мы поговорим сразу после рекламы, это недолго. Татарстан اليوم ترحب بالعالم. Чем известен Татарстан за пределами республики? С какими странами и регионами сложились самые теплые и продуктивные отношения? И почему всегда побеждает дружба? Об этом и многом другом в авторской программе Дины Газалеевой на телеканале ТНВ. Татарстан Тудей. Открытый миру. В субботу на ТНВ. Марийцы – умельцы, искусством богаты. Лишь только над Волгой их песнь зазвучит, становится сердце, как птица, крылатым, в рассветное небо взлететь норовит. Максим Емельянов. И вы скажете: «Я вижу». Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8. Леруа Мерлен представляет, как появляется чувство дома. Когда можно себя не ограничивать или спокойно работать в тишине. Когда важное продумано, и вы готовы к новой жизни, имея прочную опору под ногами. Чувство дома создается с Леруа Мерлен. Мечтайте и воплощайте своими руками или руками тех, кому доверяете. С Леруа Мерлен. Чтобы в доме было чисто, наведем порядок быстро. В находке порошок стиральный Ариэль 5 килограмм 700 граммов 449 рублей. Паста зубная Аквафреш 59 рублей. Срок акции по 11 апреля 2021 года. Подробности у продавцов. Покупаем здесь. Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах «Победа». Колбаса сырокопченая Бородинская Черкизово 200 грамм 69 рублей. Обработай территорию препаратом «Клеща нет». Полное уничтожение насекомых за 3 дня. Спрашивайте в магазинах города и интернет-магазине joymagazine.ru. Акция на ТНВ «Made in Татарстан». Сделано в Татарстане. О тех, кто созидает, и о тех, кто вместе с нами меняет мир к лучшему. Это ток-шоу «Точка опора» на ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Мы разговариваем о татарах Уральского региона и предлагаю отправиться в гости к Равилю Гатулаевичу. Он у нас по скайпу сегодня с нами. Равиль Гатулаевич, все-таки подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем, да, вот эти вот маркеры. Мы сейчас говорили о языке, о культуре, истории культурного наследия. Вы об этом говорили. Религия, да, что нас... Какие еще проблемы, что еще необходимо? Возможно ли получить образование на родном языке? Есть ли эта возможность? Нет, такой возможности нет. Я уже говорил в первой части, что системного преподавания на татарском языке или хотя бы татарского языка на Урале нет в принципе. Вот. Что для этого нужно сделать?
Ну что, для этого нужно лоббировать на уровне Москвы, на уровне Госдумы, возвращать ту ситуацию, которая была до 2018 года, да, когда сломали, так сказать, через колено преподавание языков в России. Вот. И ну, эту систему возвращать. Татарских классов вообще никаких нет в школах? Нет, ну татарские классы есть. И вот 81-я школа в Челябинске. И сейчас у нас делаются попытки в школе номер 31 в городе Магнитогорске. Там татарские группы. Но это все, знаете как, это вот как бы, ну, не то чтобы потемкинские деревни, но это все-таки не то, что это не те масштабы, не те объемы, это не системно. То есть язык так не сохранить? Язык не сохранить, и потеря языка идет. И больше того, я скажу, что, в общем-то, наверное, вот учитывая нашу ситуацию на Урале, и я думаю, что и в других регионах тоже, можно смело сейчас вот вносить изменения вот в стратегию татар, там, она же предполагает, да, постоянное какое-то изменение, внесение, ну, инноваций каких-то. Можно спокойно прописывать, что татары являются двуязычным народом, говорящим на русском, на татарском и русском языках. Спокойно уже говорить, без дворянских обмороков, и, в общем-то, так сказать, это констатация факта. Кто прокомментирует? Вопрос только в том, что если татарин как бы является русскоязычным, мы опять к этой проблеме постоянно возвращаемся. Ну, вернемся к ней, да? Потому что ну, сложно, да, ему с татарским языком, он уже в возрасте, да. Хотя бы у него должен быть тогда другой, иной, большой комплекс иных маркеров, которые связывают его с татарскостью, да, там, не знаю, начиная от одежды, религии, литературы, пусть на русском языке, но татарские авторы, да, и так далее, и так далее. Вот этот набор маркеров, чем больше этих наборов маркеров, да, которые его позиционируют как татарина, помимо языка, да, тем лучше для поддержания татарскости. А это уже вопрос, я не знаю, продвижения, пиара, средств массовой информации, общественных организаций. Если не получается систематичное образование выстроить, практически ни у кого из регионов это сейчас не получается, да, то хотя бы вот этот набор маркеров, он должен передаваться, активизироваться, транслироваться и так далее. Вот в этом плане Челябинск, кстати, Челябинск — это столица конкурса «Татар-Кызы», вот мы за кулисами об этом говорили, которая очень много девушек, да, молодых, в них взрастил вот эту татарскость уже в молодом возрасте, уже после окончания школы, в вузе или даже после окончания вуза, они начинают возвращаться к корням, и эти татар-кызы, да, это в Челябинске началось, сейчас Казань уж является центром, но началось с Челябинска. Да, и этот конкурс очень много вот таких даже татарских семей создал. Да, Марат? Подтверждаю. И даже в нашей семье есть первая победительница конкурса «Татар-кызы». Да. Ваша супруга? Моя супруга, да, так уж повезло. Хотелось бы добавить, что вообще Конгресс татар Челябинской области за последние десятилетия дал как минимум 2 мощных проекта, которые потом перешли на всероссийский и международный уровень. Это конкурс «Татар-кызы» и джалиловские чтения. Это тоже выросло оттуда. И, наверное, для этого созрела определенная почва, все равно было определенное понимание, то что-то витало в воздухе, то, что потом легло в идею и дальше уже в проект. Это, во-первых. Ну и, конечно, многое держится не только на татарском образовании как таковом. Вообще должна быть сформирована среда, чтобы... Вот есть у нас национальные коллективы. В Златоусте есть уже более 30 лет, действует коллектив «Сандугач». И есть у них именно такая функция, как ядро, культурное ядро. Вроде бы и нет преподавания языка, но при этом весь город знает, что именно вот артисты Сандугача — это, ну, носители культуры такие. Их, ну, город небольшой, их все знают, они всегда на виду. И в этой связи мне кажется, что со стороны Татарстана, наверное, нужно бы даже не столько как финансовая поддержка, а сколько
поддерживать этих людей в плане поощрения их деятельности. Это не всегда материально. Это вот, могу сказать, приглашение, да, на конкурсы, на конкурсы. мероприятия. Опять же, есть у нас исполнители татарские, которые еще не имеют никаких званий, хотя их репертуар на 95% на татарском языке. Вот эта проблема, я считаю, вот, может быть, Министерство культуры взяло бы себе на заметку. Со стороны бюджета Татарстана это не потребует ни копейки, а при этом поддержка эмоциональная, моральная поддержка будет довольно существенная. Какие вот интересные просьбы из Уральского региона, да, вот просто Да, на самом деле... Министерство культуры. К Министерству культуры, да, оно здесь рядом, Да, в этой ситуации. Сейчас я предлагаю еще послушать Руслана Асина, он в командировке, не так давно он был в Екатеринбурге, мы записали с ним интервью по интернет-связи, буквально накануне. Давайте послушаем, как он оценивает ситуацию вот в Уральском регионе. Но в целом, конечно, проблемы у всех татар и в Уральском регионе не исключение. Это потеря языка, это отсутствие необходимых, значит, центров изучения, преподавания. То есть, в данном случае это общеобразовательные школы, вот, детские сады. Вот мы недавно, относительно недавно, несколько месяцев назад были в Екатеринбурге, встречались там с местным активом татары и изучали вот те же самые проблемы, которые звучат и в других регионах, конечно, да, это вот потеря связи между поколениями, значит, приобщение татар к культуре, к языку, вот, поэтому татар Урала не стоит, наверное, даже отдельно выделять от нас, потому что наши судьбы и наши культурные связи очень переплетены, но при этом у них есть, конечно, особенности, это очень такие своенравные люди с независимым мнением, особенно вот на Урале это хорошо заметно. Вот, люди очень деловые, хваткие, и в этом смысле их потенциал, конечно, нужно использовать во благо нациостроительства. Согласна, да, очень сильные люди, да, уральские. Мы видим тоже и по Равилю Гатаулаевичу, и по Марату, который сегодня присутствует. Но все-таки мы можем сегодня говорить, вот отсутствует, что сегодня нет школ, да, а отсутствует, фактически есть одна мечеть. На примере Златоуста. Мы можем говорить, что там идет процесс, я не знаю, правильное слово, снижения национальной самоидентичности, снижения татарскости, или мы не можем это говорить по Уралу? Да вот надо спросить у коренного уральца. Вот на ваш взгляд, как там? Вопрос-то... Вообще, наверняка, проблемы не надуманные, проблемы это есть, но решать, наверное, ее нужно с помощью современных инструментов, в том числе. Сейчас ведь доступность информации, она как никогда раньше. Нужно, я думаю, возглавить, быть передовиками в этом плане и создавать инструменты, чтобы можно было достучаться до каждого татарина. И были даже такие проекты, чтобы мобильные приложения там, с ежедневными новостями, подборками музыки и всего, чем обычно интересуются. Кстати, это даже здесь, в Татарстане, не хватает. Вы же тоже об этом говорили. Может речь идти еще и о локальных проектах. Могут быть масштабные, да, как Татар-Каза, да? А есть вот там деревня создает музей, да, молодые люди тоже, вот, кстати, на границе Урала и Сибири, да, там. Какие-то музеи, краеведение, сбор информации, это все тоже проект, это может превращать вот такой комплект, множество проектов, которые позволяют хоть как-то в нынешних условиях сохранить татарскую идентичность. Но в то же время параллельно, естественно, должно быть решение на федеральном уровне, решение вопросов национального образования. И не только 17-й год здесь сыграл, уже эти процессы шли давным-давно, и мы сегодня видим плоды этих процессов, когда преподавание языка уходило из школ за пределами Татарстана, да, где компактно проживают татары. И вот вопросы создания татарских классов, где изучался бы родной язык хотя бы там в 2-3 часах, чтобы они оказывались здесь, в Татарстане, ездили в Казань, ездили в Булгар, а кто-то лучше оставались там в национальных гимназиях. У нас есть, например, Актанышская гимназия, которая принимает
со всех регионов учеников татар, да, и делает их язык литературным, да. Вот просто эту систему надо, наверное, расширять, масштабировать, тиражировать. Вот. И каждый там на Урале, в Сибири может создавать эти локальные проекты, за счет него втягивать остальных, а потом заинтересовывать. И потом смотрим, а их дети уже учатся там в Актаныше или в Казани, да, и говорят на прекрасном татарском. Конечно, было бы прекрасно, если бы говорили у себя, где они сегодня проживают. Равиль Гатауллаевич, да, завершаем уже, мы сейчас будем подводить некие итоги. Все-таки вы согласны с тем, что идет потеря национальной самоидентичности у татар вот, в вашем регионе? Ну, вот так вот 100% нет, поскольку для потери идентичности надо еще забыть, что мы татары, значит, потерять кухню, нашу кулинарию великую, потерять там, я не знаю, забыть историю. Пока этого не происходит, мы стараемся всячески вот этим процессам негативным, значит, сопротивляться. Допустим, наша газета «Татар-Рухы», вот мы только закончили 3-годичный такой проект был у нас, тюркские народы от А до Я, от азербайджанцев до якутов, рассказали в каждом номере, так целенаправленно рассказывали о каждом тюркском народе. А сейчас начали проект «Татарская история Южного Урала», рассказываем в каждом номере о какой-то татарской деревне. Татарских деревень у нас очень много в Челябинской области. Вот. И в принципе, понимаете, вот тут какой-то такой феномен происходит, язык как бы уходит, вот он в голове крутится, мы понимаем, говорить уже практически не говорим, но при этом мы остаемся татарами, мы ощущаемся татарами, поскольку это не только, вот, знаете, там выражается в том, что мы пьем сыт-лещай, рахатлянет, да, но еще и как бы понимаем, что мы татары, и мы вот пытаемся передать своим детям и внукам теперь уже вот татарскую историю, в том числе и уральскую татарскую историю. Поэтому еще раз хочу сказать, что нам прям вот очень нужен, просто необходим нужен уральский центр научный на базе Института Марджани. Хорошо, большое спасибо. Было очень интересно с вами, интересное предложение. Я думаю, что здесь тоже все это будет еще обсуждаться. В завершении программы, вот сейчас только хочу сказать, что большинство все-таки дозвонившихся телезрителей считают, что помощь Татарстана нужна татарам, проживающим за пределами Татарстана. 56% с интернет-аудитории разошлись абсолютно телезрители. Очень много было звонков как раз именно за этот вариант голосования. Все-таки что сейчас может сделать Татарстан, чтобы сохранить ущак? Да. Ущаклар в Уральском регионе. Коротко, если можно. Вы знаете, мне кажется, я очень поддержу коллегу относительно идеи о малых делах. Наверное, на самом деле поддержка Татарстана очень нужна и важна. Но мне кажется, каждый татарин, живущий на Урале, в каком-то другом регионе, должен нести чувство ответственности за татарскую историю, за татарскую культуру, сохранять кладбища татарские, которые есть практически в каждом российском городе, большом или малом, создавать музеи действительно в татарских деревнях. То есть проявлять какую-то свою активность для того, чтобы сохраниться нам, татарам. Айрат, если можно коротко, да. Да, ну вот как раз стратегия татар, каждый ответственен там за судьбу татарскую, да. Внутренний подвиг, да. Но я вот все время, как Карфаген должен быть разрушен, должно быть национальное образование. Система национального образования, да, с учетом нынешних реалий, но эту работу можно и нужно выстраивать даже условно там Министерство по делам татарской диаспоры, Всемирного конгресса татар, Министерство образования, здесь упоминалось Министерство культуры, совместными усилиями, вот та же программа сохранения татарской идентичности, ее просто наполнять, расширять, масштабировать. Хорошо, Марат? Конечно же, нужно начинать с себя в первую очередь, а во-вторых, нужно заниматься укреплением горизонтальных связей между регионами и Татарстаном. Спасибо. Рай Равилович, как бы вы подытожили? Надо создавать, наверное, единый, в продолжении разговора, единый некий свод, я не знаю, корпус всех памятников татарского народа, начиная с Средневековья, заканчивая, наверное, современностью всех регионов, в том числе Уральского региона. Это один из самых богатых регионов в части культурного наследия. И второе, это воссоздавать среду. Среда – это тоже образование, тот же язык. Ну и, наконец, самое главное, чтобы мы
об этом говорили не ситуативно, только в преддверии предстоящей переписи, а почаще об этом вспоминали и чаще об этом говорили. Спасибо, Радик Ремович. Ну, самое главное, это, правильно тут было сказано, начинать с себя, со своей семьи и поддерживать все то, что ведет нас к национальному единству. Все вот эти локальные ли проекты, малые ли проекты, все, о чем просят нас активные, деятельные представители общин за пределами Татарстана, необходимо поддерживать, потому что они просто так не просят. У них есть проблемы, которые мы можем помочь решить, финансово ли, духовно ли, то есть создавать вот такой единый татарский мир, отзывчивый, где есть взаимная помощь и взаимовыручка. Хорошо, на этом мне хочется завершить программу. Мне кажется, сегодня прозвучали очень интересные предложения из регионов, очень интересные. Я думаю, что есть над чем подумать, есть куда идти дальше, есть что создавать, наверное, внутри или стратегии, ВКТ и так далее. Я думаю, появятся новые мысли. Я благодарю всех экспертов, которые сегодня были гостями в студии. Я благодарю Магнитогорск. Равиль Гатауллович, большое спасибо за ваше экспертное мнение. Удачи, Унашлар ССГ. Не видим, да, делаете действительно большую работу. Думаю, что вот тот человек, на которого можно равняться, человек абсолютно долгие десятилетия выпускает эту газету. Это тяжелый труд абсолютно. И хочу сказать огромное спасибо ему за это. На этом все. Ток-шоу «Точка опоры» подошло к концу. Всего доброго. Спасибо всем за национальную ответственность и такую позицию крепкую гражданскую. Всего доброго. Кайбер балалар бит инде бүгенге көндә аңламыйлар. Нинди ул кичкенә генә ипи кисәге булган. Бик тиз вакыт эчендә җәмгыятьнең, күп миллионлы халыкның аңа менә шулай астын өскә күтәрелеп аттылар аны. Тарихи хәтерне киләчәк буыннарга тапшыру.